Все, тихо, Элина, включайся. Раз, два, три. Все начиналось с огромнейшей мечты маленькой девочки стать звездой, быть мега популярной. Я выросла в семье педагогов, и моя мечта стать артисткой не воспринималась всерьез. Это казалось как какое-то увлечение, как там хобби, увлечение маленького ребенка и так далее. Но я очень верила в свою мечту, и больше не было иной другой профессии, о которой бы я мечтала или чтобы я размышляла или думала, если там не бухгалтером, стану юристом или такого не было. Я всегда знала, что я хочу, и никогда не предавала свою мечту. Мои первые шаги начинались с раннего детства, буквально со двора. То есть я начинала терроризировать всех своих подруг, чтобы они срывали там для меня цветы, я им устраивала концерты, я выбирала там какие-то сценические площадки, это как бы в моем воображении, что это сценические площадки, я куда-то становилась на лестнице, собирала всех и начинала там перепевать все какие-то, хиты того времени. И мои подруги, следовательно, должны были мне аплодировать, дарить мне цветы, ромашки, все, что они там смогут сорвать. То есть все начиналось с этого. А по ночам, особенно в летнее время, я мечтала, я смотрела в небо, смотрела на звезды, представляла, что все эти звезды — это мои зрители, и я представляла ваши аплодисменты, цветы, которые вы мне дарите, как я пою, что я стою на сцене. То есть были вот такие мечты, и не было ни дня, чтобы я предала свою мечту. Профессиональная музыкальная деятельность моя началась в 13 лет, когда мои родители впервые купили мне инструмент фортепиано, и я начала заниматься с репетитором. Правда, были это очень сложные времена, послевоенный период, Чечня, то есть где-то еще шли боевые действия. В любом случае было не до музыкального инструмента, но в этом, спасибо моим родителям, моей семье, они меня поддержали. Был такой период, что вот после военных действий, не было электричества, не было признаков радости, скажем так. То есть стекла, окна у всех были затянуты пленками, потому что еще были боевые действия, то есть эти стекла могли посыпаться, поранить, поэтому все затягивали свои окна пленками. И слышимость была очень хорошая. А у нас была вот лавочка прямо под нашими окнами. И туда собирались люди, у всех были свои какие-то печали. Например, была наша соседка, которая потеряла боевые действия своего мужа, у нее была своя печаль. Ее любимым произведением было из кинофильма «17 мгновений весны» «Мы эхо, мы вечное эхо друг друга». И она всегда плакала под мою игру. Было много разных моментов, у всех были свои разные истории. И в тот момент уже я приобрела своего первого слушателя. На этом я не остановилась. Чтобы быть ближе к своей мечте, я пошла в ансамбль песни и танца, где я занималась танцами очень долгое время. У меня не было полной удовлетворенности танцами. Конечно, я была в своем мире, меня окружали творческие люди, но я получала удовольствие даже от самого процесса. Но оставалась такая неудовлетворенность. Пока я танцевала, я поступила в пединститут на музыкальное отделение. Это было моим желанием. Но не окончив 3 курса в пединституте, родители посчитали, что это не самый лучший мой выбор, и забрали меня в другой вуз, на юридический факультет в ЧГУ. Конечно, в качестве юриста я себя не смогла проявить. Это был всего лишь выбор родителей. После того, как я отучилась, мои родители настояли на том, чтобы я пошла работать. И я устроилась на работу в Министерство имущественных отношений на тот период. Конечно, признаюсь, что мне было очень скучно, но желание родителей – закон. И уже работая в министерстве, прошло первых 3 года, я отдалась полностью. Этот промежуток был единственный промежуток в моей жизни. Это часть университета и часть работы, когда я подзабыла про свою мечту, я просто не справлялась физически. И работая там, уже все-таки я поняла, что мне очень скучно, что меня это не радует. Я себя не видела в этом
принципе. То есть талант, он проявляется, он не дает тебе жить спокойно, тебе хочется стремиться к чему-то другому. И работая уже там, вот до сих пор помню, получила свои первые отпускные, и на первые отпускные я решила записать свою первую песню. Слова были мои, музыку мне также помогли, подобрали, слова были мои, но это уже отдельная история, откуда эти слова появились, тоже я вам расскажу, благодаря кому. И я записала свою первую песню. Вот до сих пор помню, как меня мама за это ругала, как ты могла там на твоем месте другие девочки на свои отпускные бы там купили бы себе какие-то там комплекты, золото, что-то для приданного, что-то в чемоданы и так далее. А ты пошла все свои отпускные просто потратила на то, чтобы записать песню. Но я ни о чем не жалею. То есть, уже понятно, и мама тоже теперь меня за это простила. В общем, так, записала первую песню, что-то мне понравилось, и пошло, песня за песней. Она стала, кстати, вот эта песня, это была «Курасуна Мавила». Да, «Курасуна Мавила». Эта история была с одним молодым человеком, который мне прям жутко понравился. Пусть это хоть будет так нескромно звучать от войнахской девушки, но... Вот он мне жутко понравился, и он как-то не обращал на меня внимания, не могу сказать, но он очень вредничал. Вообще. Благодаря вот этой истории прозвучал мой первый хит, и дальше пошло-поехало, с чего все начиналось, вторая песня, третья песня. То есть в министерстве мне уже не было места. Это все-таки госслужба, мои песни стали слушать, я стала более узнаваема, так. Но и все-таки на госслужбе очень сложно, ты работаешь свои будни, и тут приходят люди, которые слушают твои песни, которые тебя узнают. То есть я уже четко для себя поняла, что вот тут я должна принять решение. Это очень ответственное, важное решение в моей жизни, ведь моя карьера в госслужбе тоже неплохо складывалась на тот момент. То есть я могла бы еще больше приложить усилий. То есть вот здесь была грань. Либо я госслужащий, либо я артистка. Это совсем два противоположных направления, которые никак невозможно там совместить. И я сделала свой выбор. Я рискнула, я его сделала. И моя мать на тот момент представляла, что девочка с музыкальным образованием, как минимум профессия юриста, факультет юридический, там работа в министерстве, на госслужбе, вот она, вот та завидная невеста. Говорит, не послушалась она меня, смотрит на меня, говорит, не послушалась она меня. Как я ранее сказала, что я никогда не предавала свою мечту. Первую свою песню я записала для себя, для души, просто хотела сделать себе приятно. Я не ожидала, что эта песня там станет хитом. Это была всего лишь моя первая работа. Она попала на радио на тот момент. И благодаря этому радио она стала известной, хитом, под нее все танцевали, девчонки посвящали своим парням, там, если у них были какие-то там неполадки, «Курасуна Мавила». После того, как я ушла с министерства, сделав свой выбор, я с полными силами начала заниматься музыкой, создавать свой первый альбом, работать над всем этим материалом. И, конечно, мои труды дали свои плоды. Буквально за года два, получается, 2 года все-таки я получила ту желаемую отдачу. Из моего первого альбома, это были 12 песен с первого альбома, из них, можно сказать, 11 песен стали хитами, если не все 12, пусть это не так скромно звучит, но это был факт, это был мой самый лучший альбом, я считаю его золотым альбомом в своем творческом пути. После того, как записала свой первый альбом, я начала готовиться к первому сольному концерту. Скажу по поводу своей семьи, весь этот процесс, никто не относился к этому серьезно. До сих пор считалось, что это какие-то капризы, там какое-то хобби, там она что-то делает, что-то бегает. То есть моя семья до моего первого сольного концерта не слушала вообще ни одной моей песни.
Ну, после моего сольного концерта, когда мы с семьей собрались все дома, и мне моя семья призналась, что они в меня не верили и не представляли вот всего масштаба того, что я делаю, не воспринимали это всерьез. И они на меня такие смотрят и говорят: вот теперь мы верим в твою мечту. Я думаю, ну, наконец, проделано столько труда, а ведь эти песни слушали целых 2 года, а моя семья не знала ни одного моего хита. И спустя год после своего концерта я вышла замуж, мне было 23 года. И в этом браке у меня появились прекрасные 2 дочки, Медина и Дениза. Но личная жизнь – это все-таки личная жизнь. И я бы не хотела бы вдаваться глубоко вот в эту тему. К сожалению, этот брак у меня не сложился. И начинается новый этап в моей жизни. Я переехала в Москву со своими 2 дочками. Поступила я в вуз уже по своему собственному желанию. Это был мой выбор, а не выбор моих родителей. По своей специальности Институт современного искусства, факультет эстрадно-джазового пения. Теперь я уже на 5 курсе. Я готовлю свою дипломную работу, готовлюсь к госэкзаменам. В общем, впереди еще много усилий, труда, работы. Многие задают вопрос, как ты справляешься совмещать работу, семью, учебу. Но на самом-то деле мне это доставляет огромное удовольствие. Для меня безделье – это страшнее всего. Самое страшное – я могу вот трудиться бесконечно. Вот все 24 часа в сутки, если понадобится, я нахожу силы. Вы, наверное, заметили, за последние 2 года у меня вышло очень много хитов, очень хороших песен, но на этом я не собираюсь останавливаться, все еще впереди. Я в процессе работы, в поиске хорошего материала. Мне предлагают очень много материала на различные темы, но я больше выбираю именно то, что мне нравится, то, что чувствую я, что я ощущаю. Никогда не бывает такого, что вот я взяла песню и сказала, что вот да, она будет хит, и вот эта тема, она очень актуальная. Нет, вот прежде всего она должна нравиться мне, я ее должна прочувствовать. И, как правило, я скажу, что вот самые из них, вот мои известные вот песни, хиты, это были те песни, вот, которые были написаны на какой-то истории, вот на реальной истории, из чьей-то жизни, из чьей-то судьбы. Они вот сразу же выстреливали, они становятся хитами, потому что это правда. А слушателю, зрителю не соврешь. Очень много моих песен, которые стали хитами, признаюсь, это также были песни из моей истории, из моей личной истории. То есть те мои близкие друзья, мои близкие люди, которые знают меня хорошо, они могут узнать эти песни сразу же, о чем я пою и какой период моей жизни был в данный момент. В чем секрет успеха? Это в моем трудолюбии. Дальше. Я независтлива, но вот меня мотивируют успешные люди, которые качественно занимаются своей деятельностью, своей профессией. Я беру с них пример и говорю: Элина, то, что могут они, можешь и ты, и даже лучше. А ну, давай работать. Вот. Успешные люди – это моя мотивация. Спасибо за вопрос. Я ждала этот вопрос. Для меня это самая такая больная тема, душевная больная тема, но мне приятно о ней говорить. Мне кажется, нет человека, который не страдал бы вот от первой любви. Все-таки, как говорится, настоящая любовь – это не оконченная любовь, и она остается всегда вот чем-то вот таким вот святым. Первая любовь, она была несчастной, но я говорю это с улыбкой на лице. Но моя первая песня никак не относится к моей первой любви. Вторая, да, вторая так. А теперь все ищите мою вторую песню, вы все поймете. Первая любовь, она не сложилась, возможно, по той причине, потому что у меня совершенно другая судьба. Судьба звезды, творческого человека, артистки. А жалеешь о том, что она не сложилась? Нет. В целом это не напрягает, если вы найдете
правильного человека, который будет вас понимать, поддерживать, ценить. А так, в целом, да, это огромная помеха, вот, потому что артист, он должен всегда отдаваться своему делу, и придя домой, он должен найти понимание того, что он делает, чтобы его близкий человек также сопереживал с ним и жил вот этой жизнью. К сожалению, не каждому войнахскому парню это удастся. К мнению, что меня одной звезды достаточно в доме. Поэтому я жду своего человека, который меня примет такой, какая я есть. То, чем я занимаюсь, будет, наоборот, меня в этом поддерживать. Да, у меня есть брат, сестра, я младшая в семье. А я хочу их просто оградить от своей публичной жизни, потому что они совершенно другие, им так проще жить. Вы, наверное, заметили, что на своей странице в Инстаграм я никогда их не поздравляю с днем рождения, не выставляю наши совместные семейные фотографии. Это их решение, я не имею права нарушать их личное пространство. Но мы очень дружные, мы очень любим друг друга. Я нуждаюсь в совете. Есть люди, которые полагаются только на свою интуицию и молниеносно принимают решения. Я не из той категории, я очень долго принимаю решения, очень долго иду к этому, и мне обязательно нужно посоветоваться с мудрыми людьми. Будь это мама, либо хорошая подруга, но в любом случае это должны быть люди, которые чего-то добились, достигли, и уже посоветовавшись с ним, я вывожу какое-то свое общее решение. Говорить о себе в таком ключе не совсем скромно. Единственное, я скажу, в чем я могу быть примером для подражания, это в моем трудолюбии. Раскрою такую небольшую тайну, которую я даже сама боюсь признать, но я себе обещала, что больше никогда не допущу такого момента. Вот я была в тупике, мне хотелось творить что-то новое. Я думала, я, правда, очень сильно рисковала, ведь это новое могло ей не понравиться. Меня могли за это осуждать, например, говорить, что вот раньше она пела лучше, раньше у нее были песни со смыслом, а сейчас, а потом. Но ведь также подрастает новое поколение, у которых как-то все-таки новые вкусы, новые предпочтения. И я и об этом тоже не должна забывать, что все-таки молодежь тоже должна слушать мои песни. А существовать на сцене я хочу еще очень долго, быть востребованной и актуальной. На различных этапах своего творческого пути мой стиль менялся, и, как вы заметили, за последние годы, я думаю, я вот в эти последние годы нашла себя благодаря сестрам Арабхановым, их бренду. Они создали вокруг меня вот такой образ, о котором я мечтала, но я не знала, как вот это выразить словами. Я полностью доверяю им, и мы очень гармонично существуем вместе. Дагаева, иди, пойди в ЦУМ, купи вот эти туфли. Дагаева побежала, быстро покупай. Пишет, вот этот каблук 12 сантиметров, 18 сантиметров. Да, все, Дагаева обратно бежит. Потом все, уже на мероприятии там пишет Хадижа, Дагаева, это что ты нацепила не с себя? Быстро снимай вот эту, меняй на кольцо. И Лина тут же меняет кольцо. В общем, я их не подвожу, так же, как и они меня. Я не боюсь экспериментировать. Вот мне сказали красный цвет, значит красный. Сказали горчичный, значит горчичный. Да, сказали челку на бок, челка на боку. Главное развиваться, главное что-то менять в себе, расти, пробовать, а не стоять на месте. Вот бывают люди, которые очень неадекватно многие реагируют на мои какие-то изменения, многих это раздражает, но потом это начинает нравиться, конечно, но это уже последние этапы. А вначале начинает осуждать, что она сделала, тебе так шло больше, там вот пробор с той стороны, челка с этой стороны. Да надоедает это все, хочется меняться, жизнь меняется, вкусы меняются, настроение. Я хочу приносить людям счастье. То есть все, что я делаю, это ради вас. Пожалуйста, не осуждайте меня.